Так, доберем. Опа, кормилицы. Так. Раскладушка нужна. Опа. Так, что еще надо? Ребятки, всем привет! Ну что,
вы, наверное, уже сразу поняли, что намечается опять какая-то заварушечка, очередная экспедиция. Все верно, ребята, едем на север, на Печору, в гости к коллеге, другу, корешу, к Руслану Шемякину, автор канала на ютубе, да и не только. Руслан Шемякин, многие его знают. Вот. Был я уже у него в гостях в прошлом году, жил я у него, так сказать, на его базе. Ну и вот в этом году, ребят, обещал, еду. Планировалось съехать на новогодних каникулах, но испугались морозов, к 40 градусам было, не поехали. Сейчас есть прогальчик, 2-3 дня, минус 25, потом опять за 40. Вот. На севере, ребята, зима еще пока зимняя. Вот. Та же Республика Коми, ребят, только чуть-чуть дальше, километров так на 800 сать, вдаль, глубже на север. После Тверской области, ребят, с Олегом на связи. Кто помнит парнишку, который приезжал за мной, и поехали мы отсюда в Тверскую область, еду с Олегом. Списались, созвонились, Олег говорит: Андрюх, свободное время, январь без работы, поехали съездим порыбачим. Я говорю: я тут на север намечаю дорогу, планы. А давай-ка, говорит, вместе. Я думаю, Руслан, говорю, против не будет, поехали. Так что хотел поездом ехать, едем машиной. Все основное у Руслана, естественно, палатки, печки, снегоход. Но все равно что-то добираем, третью раскладушку, какие-то вещи, шмурдяк, это не без этого. Я уже на сборах, ребят, Олег уже едет как с Кирова 2 часа, через 2 часа будет у меня. И в ночь, ребята, прям в город Печора, Республика Коми. Прокачу вас по своей республике, а то многие не понимают, почему нет совместных рыбалок с теми же ребятами, которые снимают у нас Коми. Ребят, Коми, республика, это 10 городов, это немалая площадь. И будем продвигаться на север за сорогой, ребята. Будем рыбачить сорогу. Да, жерлицы, конечно, тоже буду ставить, без них никак, но основная, ребята, задача наловить 100 килограмм сороги. Северной, красивой, озерной сороги, крупной, хорошей. Я думаю, повезет нам. Так что, ребятки, давайте начнем. Настроение просто бомба, прям класс. У нас минус 15, такой морозик. Ну, на севере, естественно, скажем, километром будет холодать. Поехали, ребят. Я думаю, будет здорово. Все, гараж вроде все, что необходимое, забрал. Все, прям. Середина зимы, ребят. Дороги уже еле 2 ватрушки разъезжаются. Очень много снега. Еще снега будет столько же, мне кажется. Февраль впереди, вьюга, все остальное. Ну, короче, дороги уже, ребят, не дороги, а тропинки. Так, немножко покажу, что взял. Многим это интересно, я стараюсь это показывать. Так, ну здесь раскладушка. Руслан сказал, 3-ю надо. Ящик. Так как сорога, ребята, лайт. Будем долбить сорогу. Кан под живца. Будем в ухте докупать. Заморозка, пельмени. Руслан сказал, все такое. Жерлицы, спальные вещи. Ну и дома еще сумки. В общем, такие дела. Ну, дома, понятно, бушлат надо будет закинуть. Здесь у меня аппаратура, в основном сапоги. Тут продукты, что-то теплое, всякое по мелочи. Понятно, штатив, ребята. Всем привет. 14:46. Через 2 часа Олег приедет. И в ночь, ребята, поперли. Сразу лайкосик по-братски прожмите, ребят. Стараюсь разнообразить контент. Какие-то путешествия. Так что от вас не убудет, а мне приятно. Все. Я думаю, будет круто. Я сейчас жду. Где-то он, получается, через 2 часа будет у меня. Ну все хорошо. Вот. А мы-то что, после рыбалки-то поедете в баню-то? Белье бери. Так, полотенце надо взять, да?
Ну, полотенце, если что-то найду, ну, возьмите, если что там. Ну, белье-то что у меня? Там трусы, носки всегда со мной запасные. Ну, Как-то так. Ты что, все, готов? я поехал в баню купить. Нет, я понял. Ну что, мы где-то будем, Русь, где-то у тебя, наверное, часа в 5 утра, в 6, где-то так, плюс-минус, не знаю. Вот, это нормально, самое будет вообще. Но мы как бы так и планировали, вот. Чтоб, Да, и тут примерно 1,5 часа. ну и вот, и уже как бы там заезжаем, да, как раз рассветет уже более-менее, да, самое то. Да, уже у нас в 8 часу уже примерно, уже можно. Ну и все, ништяк. А во сколько у вас рассветает? Ну, в 9 уже точно уже окунь будет клевать. А дорога-то, видишь, она и по утру клюет. Ну. Все, По темноте берет, все, по настроению. ништяк. Здорово были. Мужик. Ладно, что все? На дыхании. Да? Что там остается? Фигня. Такая. Ну да. Там ниже будет. Что там по загрузке? Че? Ничего, сейчас нормально все. У меня-то так накидано еще было, не больно складывался. Так, давайте заморозку сначала сюда. Заморозку, да. Так, ну что, тронули. Девочки налево, мальчики направо. В прошлый раз налево уходили, сейчас направо. Сыктывкар, 75 километров. Ну и дальше больше, ребята. По старой схеме заходим в поворот. Нормально. Пойдет. Ну, снега нету. Такой сухая погода, нормально. Что-то падает полная машина. Все хорошо. Поехали.
Так, братцы, ну что, город Ухта, светится, время у нас 10 часов вечера ровно, причем в дороге мы уже 5 часов, город Ухта. Так, 684 километра, но это с Кирова пройдено. Так, у нас здесь по плану Живец, забираем живца, заправляемся и все, на Печору. Как-то так. Что, настроение нормально? Дорога так, ребят, местами, конечно, так подразбита. Ну, так в целом можно двигаться. Потихоньку ползем. Снега нету, вот. Радует, потому что метелька будто обещалась. Погодка так пойдет. Такие дела, ребят. Ладно, что, сейчас посмотрим живца. Женщина должна нас встретить. Ярига 15, Шудяга 3. В общем, всем с Ухты, кто смотрит, всем большой привет. Такие дела. Здрасте. Здрасте. Какие красивые рыбачки у нас. Ой, поднимайте его. Не очень крупно, да, я смотрю? Ну, мелковатые, да, попались что-то в этот раз. Ну, все. Ну, разные Такие, есть. да. Для Печоры маловато будет. Посмотрим-то. Разберемся. Сейчас на речке просто собирала. Так-то обычно у меня озеро свое есть. Там вообще крупные гормян. Ну, они же что-то у есть, нас- есть речные, есть болотные, правильно? Да, у меня снежик просто сломался, не доехать никак. А, ничего себе. А как ловите потом? Садок какой-то у вас? На, этот, на морду. Все понятно. Так, вам что, проще, наличка или? Как вам удобно? Мелковатый живец, обманули. Вообще что-то там сказали побольше. Ну, уже Олег что-то там заказы делал. Ну, ладно уж. Ну, там будет клювать у нас сорога. Мы за сорогой едем. Живец так-то будет. Просто именно гальян там. Я говорю, блин, ну гальян вообще круто. Не знаю, что-то больно мелкий. Там окунь на озере есть, окунь долбить будет. Да и крючки огромные. Чуть не заводится, ребят. Стояла и заглохла машина. Что за хрень? Начинается движуха, походу. Ну, подъехали, остановились у дома, даже там заехали, блядь. Там что, Андрюха вышел, что-то не щелкало. Щелкало что-то, да. Стояли и заглохло. Щелкало, не раз заглохло, я сама потихоньку. Не заводится, ребят. Ну вот хорошо, что мы в городе, конечно. Нифига. А? Вот это да. Беда. Что, говорит, для простого людя смерть, то для блогера контент. Да, Олег? Короче, ребят, что-то походу попали мы, наверное, скорее всего. Как минимум до утра надо будет где-то кантануться. Вот, сейчас вроде как в телеграм-канале там суету навел. Должны подъехать, посмотрим. А так, если клапана загнула, то все. Ну, блин, я не могу понять, почему не на ходу, вот именно машина остановилась. И заглохла. Но вам повезло, если так разобраться-то. Короче, будет дальше, буду держать в курсе, ребят. Сейчас пока непонятно. Доброй ночи. И вам не хворать, Откройте, пожалуйста, нам багажник. пожалуйста. Сейчас, секундочку, сумочка. Там все, Олег забрал? Давай, давай. Опа. Пиздец. Там где-нибудь, блядь. Хотя, блядь, на руку. Здорово, деловое. Знать у него, он тоже помнит. Вот, сейчас поищу фотки еще где-то были, он не скидывал, что там. Да, можно бы оставил такие. Так,
Ребят, ну что мы на квартире. Тимофей, так зовут парнишку, который в телеграме отписался, сказал: Андрюха, есть квартира пустая, заезжайте, живите сколько хотите. Пока Вот. не делаете, да? Пока делаете, говорит, занимайтесь, вот, пожалуйста. Блин, ребят, я в шоке просто. На самом деле, вот так резко, бам. И мы уже тут не мерзнем, ничего. Все. Тимофей, тебе огромное спасибо. Красавчик. Есть диван, ребят, телевизор даже рабочий. Все как полагается. Постельное принес. Блин, я в шоке. Фу. Ладно, ребят, что, время уже позднее. Сейчас посидим в интернетах, посмотрим станции. Вот. Завтра будем решать. Нужен эвакуатор, короче. Да все тут нужно, что. Такие дела. На час, конечно, не понимаешь. Пацаны-то здоровые. Сейчас только утро. Слушай, ну мне кажется, да, то, что вот очередя, слушай, там, знаешь, так тоже не залезешь, да. Нам просто надо сначала сервис найти, а потом уже машину туда гнать. Потому что мы же так не будем таскать ее, правильно? Да ты ее так не утащишь, она сейчас ночью будет простоит, промерзнется вся. Не, ну нормально, хоть так, да? Как бы все равно надо плюсы свои искать, даже в любом положении. Я считаю, что мы сейчас с тобой просто в нормальном положении. Ну, в отличном положении, так вот, на самом деле, реально вообще, блядь, на трассе. А и морозает, все понял. Холодать сейчас все начинает. Там, да, слушай, Жгли бы все подряд, что было бы под укорем. все подряд. Начали бы с брикета, а потом бы дальше пошло. Слушай, ну брикеты же были. Точнее, есть. Да. Но у нас чуть был такой так же, но много. бля. Ты храпишь, брат? Да. Хотя в палатке мы с тобой жили, не храпишь. Да, как найдет. Да. Ой, бля. В Кирове зарядили 75к, представляешь, блядь? 75? Ага. Ну я примерно, я что-то не удивился, слышь. Ребят, всем доброе утро. Город Ухта. Ну не знаю, добрая она, не добрая. Для нас, конечно, не добрая. В общем, ребят, до 3 утра, наверное, до 4 копался все в телефоне. Искали номера мастеров, ну и так далее. Короче, какие, ребята, дела? Написало 3 человека и написало 2 мастера, что у вас 100% клапана. 16 клапаны, плюс позвонил парнишка с Кирова, у кого, у Олега, кто занимался машиной. Он говорит 100%. И мы думали найти эвакуатор, найти станцию, пытаться загнать, посмотреть, разобраться. А разбираться походу не придется, ребята. Но люди дают, что
100%. 100%. Плюс и минус. Так что не тратьте свое время, говорят, ищите эвакуатор и топайте домой. В любом случае. Тут просто потеряете время, деньги. Ну и все в этом духе. Плюс мороз начинается с сегодняшнего дня, и с каждым днем будет понижаться до 35 градусов. В общем, не знаю, ребят, как-то мысль вам освоилась. Что-то еще не одуплил, походу. Ну, короче, вот такие моменты. Нам проще искать тачку и вывозить ее отсюда. И выбираться, и уже заниматься на родине, нежели тут искать телефоны, вот это все, вот это, знаете. Сервиса тоже загружены, сразу не примут. А это все время, это надо мотаться, это такси, выезжать. Даже если ремень, ребята, и все хорошо, но это маловероятно. Даже ремень найти не можем. Здесь вроде как надо заказывать, что ли. Жопа, короче, полная. Ну вот, ребят. Всякое бывает, я ничего не говорю. Ну, попали, что уж поделаешь. Гораздо дешевле мне сделал. Я понял. Слушай, ну вот смотри, братское сердце, вот я своему позвонил, он говорит, я возьму с вас, говорит, я бы взял с тебя, говорит, 60 рублей за километр. Вот, другие возьмут 80 рублей. Позвонили... Это хуя или нет? Я не в курсе, я не владелец ситуации. Ну вот, позвонили, это примерно полтинник выходит. Позвонили в Киров, он вообще 75 просит. Понимаешь, цены валируются. Давай я тебе сейчас скину номер эвакуатора. Ты позвони, узнай, сколько будет стоить, он тебе скажет. Ну, то есть, Добро. спроси, сколько он скажет. Добро. Смотри, видишь, братское сердце, тут еще какая ситуация. Вот, нашли машину, но он говорит, я двоих вас не посажу, понял? Вам надо отдельно ехать. Как понять, еще раз, двоих не посажу? Ну, то бишь, нашли машину, которая, да, может утащить, но вам надо будет отдельно ехать, допустим, понял? Такие есть моменты. Ну и в чем проблема, блядь? Один сел, вот ты, например, сел и уехал до Сыктывкара, нахуй, на маршрутках, блядь. Ну нет, это понятно, это порешаем, я ничего не говорю, просто вот видишь, тут много нюансов таких вот, и как проще, как лучше мы сейчас ищем, вот именно, понимаешь? Как бы, ну, как подешевле, естественно, подешевле бы, как бы, ну, потому что, говорю, цены валируются, знаешь, тут полтинник, тут 75, понимаешь, что без, ну, не 2500 разница. Ну, в принципе, у вас есть еще один вариант, нахуй, блядь, найти, кто, блядь, будет, вы все равно, он же все равно будет ремонтировать в Кирове машину, блядь. Да. Он может найти, кто в Ухте ему сделает, оставить тачку в Ухте, пусть сразу разберут, дефектуют, что нужно. Он поедете без машины, блядь, а тачка останется у них, например, на станции там в Ухте, блядь. Купите все запчасти, блядь, и им отправьте нахуй, а потом приедет только за машиной, да и все. Ну я понял. Ну вот говорю, вот. Такой вариант тоже есть. Да. У нас там еще полная машина вещей. Это жопа, блин. Ну понял. Всяких. Тогда лучше, конечно, эвакуатор будет вам, блядь. Ну да, потому что вещи там как бы, ну, все рыбацкие, там и дорогие вещи есть, как бы оставлять тоже палево, блядь. Но тебе надо просто доехать до дома, блядь, чуть пораньше, чем приедет он с эвакуатором. Ну это понятно, Если понял. выехал на дорогу, перегрузил свои шмотки, нахуй, и все. Да. Алексей зовут. Алло, Алексей? Да. Да, здравствуйте. Посоветовали у вас эвакуатор. Я слушаю, вы говорите. Правильно позвонил. А скажите, пожалуйста, по ценнику, сколько будет машину оттащить с Ухты до Кирова? А что за машина? Kia Spectra. Нет, а что с ней случилось? Ремень ГРМ, скорее всего. Ну и Еду в Сыктывкаре находятся, ребят. Да я в курсе, я в курсе, мне это и посоветовали, я просто сам с оттуда, с Визинги. С Визинги надо с Ухты в Кирово. Да, надо с Ухты забрать и отвезти в Киров, да, с остановкой в Визинге, там, ну, маленькая вещи выгрузить просто с машины.
Я понял. Ну, а сколько у нас состояние-то? Если Сыктывкар это 400, 700. и 320 это Ухта, ну 700. 700 километров, да. Ну, по 80 рублей семьи, 56 тысяч будет. 56 тысяч. А вдвоем можно будет еще там с вами уехать? Да, можно, дубль кабина увидите, да. Ага, я понял. Хорошо. Когда вы хотите? А вот мы пока прикидываем, как говорится. Вот, и... Так вы сами где, в Ухте? Мы сами в Ухте, да, мы поехали на рыбалку, в общем, с Кирова и вот на Печору, и вот тут сломались. Приехали, да? Ну, скорее всего, клапана загнуло, да, вот, и тут не думаем, тут что-то у нас все получится, тут с ремонтом, проще домой вывозиться, вот как-то вот так. Да не, наверное, вам проще снять просто в голову и сделать. Клапана загнуло, это же мелочная вещь. Ну, Делов-то что? понятное дело, просто мы тут как бы не у себя тут дома. Тут все равно надо, если куда-то загоняться, надо ее тащить на эвакуаторе в сервис. Сервиса загружены, плюс-минус смотреть там, ну, запчасти. Я могу вам организовать все сейчас в Ухте сделать. Не проблема. Ки это не проблема. Ки это как наши влады. А многие наоборот говорят, что машина интересная и запчастей не так уж и просто. Ну, это говорят те, которые бестолковые. А, да? Вот. Можете ко мне в Сыктывкар привезти, я в Сыктывкаре, свой сервис. Ну, я больше как бы на грузовых практикуюсь. Почему? Потому что я заточен, на меня парк Озона. Ну, я его понял. обслуживаю полностью, да. И, ну, делают такие, есть у нас и контрактные, там, и МВДшная часть, и Минздрава есть, как бы. У вас работает, а по сути, утром начать, вечером завел, поехал. ГРМ есть по наличию, это и на Октябрьской можно взять, и на Морозово можно взять, на голову шлифануть, но это буквально час. Поставить это 7 часов. Понятно. А вот многие говорят, как бы я тут просто блогом занимаюсь, свой чат как бы есть. И ребята говорят, у кого такие машины были, что может быть еще проблема с поршнями, там, в общем, капиталиться может надо будет полностью. А у вас к 8 или 16 бежал? 16. 16. На 16 не загнет, 4 клапана не загнет. На 8 загнет. А на 6 этого не будет. Мол, как, да? Да, так что. Смотрите сами, мне без разницы. Хотите, я отправлю из Сыктывкара. Ну, представьте, к вам будет пилить 5 часов назад. Я могу, как бы, в Ухте вам сейчас организовать эвакуатор. Он может вас забрать и повезет. И все. Ну, в Ухте такой же ценник, да, будет? Сейчас я позвоню, спрошу. Но я думаю, да, на спектр она не тяжелая. Тут больше зациклится на вес. Понимаете? Я понял. Давай, сейчас позвоню, 5-7 минут, подождите, я вам перезвоню, хорошо? Добро. Давайте. Дядька прям понял поет аж, а не говорит, блядь. Че, говорит, вы там обосрались, говорит, мелочь жизни. У меня свой сервис. Ну, я не знаю, слушай, тут. Че он говорит? 56. До Кирова? 80 рублей километр. 80 рублей, бля. Ну что, Олегджан, что, рассказывай. Что рассказывай? Ну, что вообще думаешь по поводу этого всего? Не знаю, что думать даже. Ситуация не из приятных, я не спорю. Что, будем решать по месту домой. Сейчас решили уж домой ехать, что теперь? Но опять же, да, вот тут вот сейчас только дуплим разговариваем, и вот то, что вот повезло, все равно нам маленько. Конечно, повезло. Это даже, знаешь, это даже вот не на обгоне, знаешь, там, не на скорости. Вот он хлопнул, двигатель заглох, а мы, прикинь, как фуру как раз обгоняем. Ну, хорошая машина ломается либо дома, либо в городе, не на трассе где-то. Да, есть такое. Так что, Но ты не печалься. Решим, все нормально, все будет, как говорится. Сделаем будет, как новое. Да, слушай, были у меня такие моменты, я помню свои ощущения, когда я провалился под лед. Я тоже потом вылез, домой приехал, налил 100 грамм, выпил, сижу такой и вот понимаю, что, знаешь, такая обида была какая-то. А потом сам понимаю, я вот дома, жив-здоров. А железяка что, покупается, делается. Главное, сами живы, здоровы. Все это, да, делается, зарабатывается, пока еще молодые, руки-ноги есть, заработаем. Да, все будет отлично. Да, так что вот. Был такой тоже у меня осадок, а потом сам думаю, и многие писали, ну, отделали железякой, как бы. Так что, как-то так. Так что все будет, это нормально. Да,
Ну, не получилось, не пустила нас Печора. Ну, мы, как говорится, руки не опускаем. Хотел показать я Олегу немного дальше север, но доехали до Ухты. Так, до Сыктывкара доезжал, сейчас доехал до Ухты. О, до Печоры не добрались. Ну ладно. Будет наше время. Да, время наше еще будет. Так что как-то так. Подытожу. Ну, в Оконцове что? Нашли мы эвакуатор. Находили за 75 тысяч. Находили за 60 тысяч. Находили даже за 40 с копеечкой. Но были нюансы. Человек там не смог, он на вахте. Какой-то человек не может машину забрать, но не может нас забрать. Нам надо будет своим ходом ехать. У нас в машине вещи. И вот нашли за 50 тысяч. Поедем вместе, остановимся у меня в деревне, выкинем вещи мои, там, да, рыбацкие вот эти. И спокойно Олега довезет туда, куда нужно. В общем, за 50 денег. Да, с ровного места, ребят. Тут в телеграм-канале сейчас мы сидим, тут вот общаемся. Советов очень много, там, остаться, заниматься здесь ремонтом. Блин, ремонт такой, он непростой, сами понимаете, да? Это двигатель, это сердце надо вскрывать. Это лучше делать дома. Не оставлять здесь машину, чтобы кто-то тут занимался и вот так переживать на телефоне. Нужно то, нужно это. Северный город, во-первых, это не так просто за запчасти здесь, знаете, там прям куча магазинов, там сервисов, где там тебе помогут. Ну, допустим, взять ту же Москву, да, на каждом шагу, грубо говоря, там сервиса, там эвакуаторы там и так далее. Здесь как бы немножко все по-другому. И чем дальше на север, ребята, чем с этим все сложнее, проблематичней и дальше больше. Ну, кто на севере жил, был, тот понимает, что там даже бывает и с заправками-то не приугадаешь. А что тут говорить-то о еще каких-то ремонтах, запчастях и так далее. Так что вот, все, ждем звоночка, ребят, и едем в машине, грузимся и выезжаем домой. И я считаю, что это правильное решение. Такие дела. Защита сделана. Он мне помогал, а в разное время защита сделала. Чуть левее сделай.
Так, ребятки, ну что, пересел я к Ларисе Юрьевне. Все, Олег с Саней, ну, Саша, водитель до Кирова. Кстати, мужичок такой приятный, пообщались с ним. Вот. Много историй рассказал, вот именно с поломками, вот, потому что он уже 18 лет как занимается именно такими делами. Все, вещи перегрузил, ребят, едем домой. Ну вот, вечера не пустила немножко. Ну, самое главное, что живы-здоровы. Вот, все хорошо. Машина починится, будет нормально. Да, конечно, неприятно. Попали. Ну, благодаря, вот говорю, вот, телеграм-каналу, вот, подписчикам, которые в телеграм-канале, это было очень круто, быстро, все организовано. И даже помогли вот немножко монетой за эвакуатор, потому что ценник, сами понимаете, 700 километров не маленький. Вот. Всем спасибо, как говорится, всем пока. Увидимся на рыбалке. Да, Юля? Ты сказала, тоже поедем, да, на рыбалку? Не так скоро. Как планировалось. Холодно, ребят, у нас опять впереди морозы. Скомканное видео получится, наверное. Подумаю, еще выпускать нет. Потому что опять многие будут писать там за вопросы с денег, вот это все подсчеты, я знаю, сейчас в последнее время многие вот этим занимаются, а вот в телеграм-канале ребята сделали от души, прям помогли. Ссылка в описании, ребят, залетайте, там дружим, общаемся, там все самое именно такое непосредственно происходящее в данный момент. Вот. Все. Деревня родная, как говорится. Ничего не изменилось, пока меня не было. Да, Юрий? Тебя не было всего сутки. Всего лишь суток меня не было.